Ассаляму алейкум, сайху телесерджилер. Здравствуйте, дорогие телезрители! Рада приветствовать вас в эфире кулинарной программы «Милет Берекета». Хочу поздравить всех мусульман со священным праздником Ораза Байрам. Желаю достатка, радости вам и вашим семьям. А сейчас я хочу познакомить вас с моим гостем, религиозный деятель, психолог Зейнеп Баирова. Ассаляму алейкум! Алейкум салям. Мы как раз выбираем помидоры для нашего салата. Красота! Возьмем побольше, потому что помидоров много не бывает. Огурцы, смотрю, здесь. Да, нам сбит, обязательно тыква, нужны. Нам нужны огурцы. Ага. Ну, я думаю, что много нам не нужно, достаточно несколько штук. Так, кажется, будет вкусный и полезный салат. Ну да, куда же без пестрого, яркого овощного салата, в котором должен быть обязательно перец. Красный перец, да. Смотрите, перец. тоже какие красивые, оранжевые, желтые, Ну, да? эти немножко вялые, да, я Ага. думаю, что вот самое... Красный будет самое Да, то. побольше красных цветов нам, думаю, не помешает. А И разбавим мы его зеленью. Ага. Нам пригодится один пучок листьев салата. Так. Ну и петрушки, да, давайте. Петручелло, вручаю Спасибо. вам зеленый букет. Спасибо. Но на этом наши зеленые краски не заканчиваются. Нам нужно обязательно самый вкусный овощ, который есть на всем белом свете. Это будет авокадо. Мне путя, посмотрите, какая красота. Если бы еще знать, что это. Это либо кумкват, либо Да? питакхайя. Ну мы, конечно, можем проэкспериментировать, но я думаю, что в следующий раз. Ну, выглядит симпатично, Да, да? очень интересно. Мы возьмем авокадо. Ага. Вообще желательно выбирать мягкое авокадо. Если нам попался жесткое авокадо, то лучше, конечно, довести его до полного созревания, Ага. хотя бы в домашних условиях, да? Да. Поэтому здесь я думаю, что мы вот выберем самое более-менее мягкое. Вы знаете, что ни один авокадо в мире не похож? Формой. Да. И, Друг на кстати, друга они не похожи. иногда и вкусом тоже. Я вот сколько брала авокадо, да, это очень вкусно, но очень часто они отличаются друг от друга. Возможно, сортами, возможно, качеством. Думаю, надеюсь, что нам сегодня повезет. Надеюсь, что-то еще нам нужно? Я думаю, что с этого ряда достаточно. Ага. Нам еще нужно прикупить ингредиенты для нашего супа необычного. Отлично, пойдемте. Плавно переходим в бакалею. Что здесь? Да, здесь, конечно, глаза разбегаются. Сегодня... Раньше мы знали только один сорт, да, риса. Сегодня это прям огромное количество. 250 тысяч. Но мы видов. изощряться не будем, поэтому нам вообще подойдет абсолютно любой рис. Поэтому я бы, конечно, из патриотических соображений выбрала бы рис крымского производства. Ага. Вот. Но, в принципе, нам подойдет самый обычный. Вот мне очень заинтересовала эта упаковка. Как-то вот она откликается, да? Краснодарский. Синий цвет, цвет крымских татар. Я думаю, что да, нам он подойдет. Тем более он нам не нужен в большом количестве. Нам достаточно 50-100 миллиграмм. Поэтому Хорошо. мы будем использовать только часть. То есть из этой любой, категории. да, рис подходит для этого? Да, можно взять длинный рис. Главное, чтобы это не был пропаренный рис, потому что он будет вариться в горячей воде, и ему не нужно так долго времени на приготовление. Так. Но и для приготовления соуса нашего супа нам понадобится самая обыкновенная мука. Ни в коем случае не экспериментировать, потому что все-таки разнообразие муки тоже может быть иногда нас Чревато, да? соблазнять, да, то есть посмотрите, есть нутовая мука, рисовая, но нам достаточно взять самую маленькую упаковку самой обычной муки. Я думаю, что в принципе у крымско-татарской женщины всегда найдется горсть муки. Я не представляю себе кухню нашу национальную без мучных блюд. Поэтому мы подстрахуемся, чтобы у нас было. А так нам тоже нужно небольшое количество. Хорошо. А скажите, в вашей семье в магазин ходите вы за продуктами? Чаще всего это делает супруг мой, но
традиционно в неделю раз это вот наш такой одно из семейных ритуалов. Провести время вместе за покупками. Потому что есть вещи, которые дети хотят, есть вещи, которые мы видим для себя необходимыми. Поэтому чаще эту обязанность выполняет мой супруг, но мы тоже в неделю раз обычно в этом участвуем. Это тоже объединяет, да? Это быт, который можно превратить в удовольствие. Я думаю, мы уже все купили. Да, я думаю, что мы все порешали. Хорошо. Тогда встретимся в студии. Собственно, мы уже в студии. Давайте еще раз перечислим, что же мы купили в магазине. Но для основного горячего блюда у нас традиционный, я так вижу, уже крымско-татарский катык, да? Мацони или кефир также можно использовать для этого горячего блюда. У нас рис, мука, бульон. Ну и куда же без него, да, у нас сегодня будет салат нашими самыми любимыми ценными крымскими овощами. Помидоры, лук, огурец, перец. Ну, не совсем крымские овощи, но уже давно нам всем полюбившийся. Да, почти крымский. Да, почти крымский, это авокадо. Куда же без него? Да, полезный такой салатик, да? Очень интересно. Расскажите историю блюда вот крымско-татарского. Как он называется? Это давно утерянное и практически неупоминаемое в современной крымско-татарской кухне легкий суп, который в литературе крымско-татарской кухни мы встречаем как катык шорбасы. В принципе, в крымско-татарской такой гастрономической сфере супы, они значительно отличались от тех супов, которые мы сегодня встречаем в нашей современной кухне, так достаточно адаптированной уже к другим кулинарным особенностям других народов. Традиционно крымско-татарские супы, они очень были схожи на сегодня столь известные супы-пюре. Поэтому катык шорбасы – это легкий, достаточно диетический, очень удобный в приготовлении суп, который ели наши предки. Возможно, и приготовление традиционного катык шорбасы отличается, конечно, от того рецепта, который существовал 100 лет назад, да? Но из того рецепта, который знаком нам, мы сегодня познакомим наших зрителей с таким современным форматом, вариантом катык шорбасы, кефирный суп. Интересно, у меня сейчас такое ощущение, будем повторять такой старинный, да, рецепт наших предков. Наша задача сейчас делать одновременно две вещи. Я попрошу вас погрузить сюда рис. Давайте я вам в этом помогу. Да, и пока рис будет вариться, мне нужно будет подготовить соус для нашего супа. Рис – ценнейший продукт питания для большей части населения планеты. Этот злак содержит комплекс витаминов и минералов, которые важны для активной жизнедеятельности и функционирования организма. Витамины группы В в составе риса благотворно влияют на нервную систему, стимулируют мозговую деятельность, а высокое содержание калия полезно для сердечно-сосудистой системы. При регулярном употреблении этот продукт способен нормализовать кровяное давление и укрепить сосуды. Также рис оказывает обволакивающее действие на стенки кишечника, улучшает пищеварение, помогает выводить из организма токсины и соли. На 1 литр воды примерно грамм 50 риса будет достаточно. Да. Основной, скажем, такой ингредиент, который нашему супу придаст консистенцию, вкусовые качества, это все-таки наш любимый, известный, незаменимый катык. Да? Если мы используем магазинный кефир, а не мацони и не такой традиционный, да, для нас катык, то можно использовать чуть больше. После того, как мы погрузили наш катык, нам нужно использовать, по вкусовым предпочтениям, достаточно использовать одного яйца. Так. Но я предпочитаю все-таки делать более концентрированный вкус, если мы не добавляли бульон. Все-таки яйцо важный ингредиент. Если мы делаем на воде этот суп. День Пуджа, Ораза Байрам. Что означает для вас этот праздник? Ну, для меня лично Ораза Байрам – это день семьи. Это время, которое
мы посвящаем самыми близкими нам людьми. И поэтому предвкушаем, наверное, не только окончание поста, да, но и встречу с людьми, которые для меня дороги. Это прежде всего мои родители, это родители моего мужа, это мои многочисленные родные сестры, братья. У нас у родителей тоже 4, и муж Машаллах. тоже, у него тоже достаточно большая семья. Когда вы собираетесь всей семьей, это, наверное, Да, обычно столько мы людей. не ходим друг к другу по гостям, потому что это будет продолжаться долго. Бесконечно, да? Да, и 3 дней не будет хватать. Поэтому мы обычно выбираем какую-то территорию, где будет празднование Байрама. Чаще всего это наш дом. У нас с мужем есть такая вот роль среди родных, где вот мы как-то Ой, закипает. Можно выполняем меньше эту роль. делать? Да, можно немножечко уменьшить. Обратите внимание, сейчас я буду добавлять муку, 4 столовые ложки муки. Если мы переложили количество муки, то у нас есть возможность разбавить кипяточком. Вот такой вот небольшой секретик. Да. Возьмите на заметку. Зинипуджа, вот вы говорите, что в день Байрама вы предпочитаете собирать всю семью у себя дома. А какие традиционные блюда вы готовите? Что обязательно у вас на столе? Признаться честно, не самая образцовая домашняя такая женщина, да, хозяйка. Поэтому, наверное, я больше приведу примеры из мамы. Мне, к сожалению, ввиду моей деятельности, темп моей жизни не всегда удается подготовить специальные какие-то блюда. Традиционно, в принципе, в нашей семье не проходило бы, наверное, ни одного байрама без курабье. Самое приятное было даже вот это вот предвкушение подготовки к праздничному дню, когда мама что-то готовила, мы вокруг вились, и нам тоже За день до Байрама. перепадало, да, что-то. И вот это вот, несмотря на то, что сегодня мы избалованы, да, тем, что есть большое количество сладостей, еды, которую мы можем купить, то мама моя по сей день, она в обязательном порядке, она готовит традиционные крымско-татарские сладости. Машаллах, ну в день Байрама вы уже, Да, естественно, а я пьете. пока в роли потребителя. Очень хорошая роль. Загадка-то останется в тайне. Смотрите, вот у нас есть соус. И у нас есть 2 разные температуры. Да? Это Да. горячая вода Так. с почти уже готовым рисом. И у нас есть холодный катых, который мы превратили в соус. Не портится там? Вот-вот. И сейчас секрет, наверное, этого блюда такой самый сложный. Вам выпадает непростая миссия, вы будете сейчас интенсивно помешивать. Да. Давайте. Наша задача перегрузить вот эту горячую воду медленно в эту консистенцию, чтобы катык не свернулся. Да, поэтому мы делаем это очень нежно, быстро помешиваем. Да, смотрите, теперь у нас температура примерно одинаковая. 40 градусов примерно, да? Примерно, да. Здесь у нас уже практически готов рис. Через 5 минут наш суп будет готов почти. Все так быстро? Да. Поэтому сейчас следующая задача, наоборот, перегрузить эту консистенцию сюда. Давайте с вами поменяемся. Да, вы в кастрюле помешиваете, а я обратно. Такая интересная схема приготовления блюда. То есть Не все так легко. на самом деле кажется, что да, просто, но вот это вот самый момент, наверное, который занимает время, это подружить Ингредиенты, да? подружить эти ингредиенты, да, чтобы они Были не в тандеме. конфликтовали друг с другом, и суп наш имел нежную, жидкую такую, однородную консистенцию. Что мы делаем дальше? Наша задача не упустить, то есть мало того, что мы подружили, да, эти ингредиенты, нам еще нужно периодически за ними наблюдать, чтобы вода не закипела слишком быстро и наш кефир опять не свернулся. Давайте я буду Поэтому да, помешивать. вот, пожалуйста, ваша честь, Ваш выход. но вкус все-таки нам придаст сарамай, или, как говорят, сараях, да? Ой, какая Поэтому красота. нам нужно обязательно сделать еще один практически последний ритуал. Какое Берем крымско-татарское блюдо вы знаете без сливочного масла? Честно, не знаю.
Такой ингредиент, который в каждом блюде присутствует. Да, смотрите, нам не нужно томить весь суп в большом количестве сливочного масла, да, поэтому вот из этого количества я беру ровно, можно 50, смотря какую жирность мы предпочитаем. Мы можем прямо туда добавлять сливочное масло, но аромат нам придает Мята. сушеная мята. Да, и я бы сказала, что суп будет совершенно не тем супом, если в нем не будет сушеной мяты. Такую роль, да, играет? Огромную роль. Невозможно приготовить катык шорбасы, в котором не будет мяты. Мяту мы можем добавлять туда, но все-таки мы гурманы, да? И нам желательно сделать так, чтобы аромат чувствовался. Поэтому мы немножко нашу мяту поджарим. Поджарим на сливочном масле. Да. Вы только представьте, какой здесь будет аромат буквально через пару секунд. Жалко, что вы его не почувствуете. Количество мяты регулируем мы сами по нашим вкусовым предпочтениям. Да. Да. Вот. И пережаривать нам не нужно, поэтому как только мы дожидаемся того, что немножко покраснела наша мята и масло растаяло, да, то количество, которое мы туда погрузили, в принципе, мы можем снимать с плиты. Зине Пуджа, какие семейные традиции соблюдаете? Вот бывают такие масштабные, да, вот Ороза Байрам, Курбан Байрам, а бывают такие мини-семейные традиции. Да, наверное, масштабные традиции у нас у всех одинаковые, Да. да? Но исключительно наши семейные традиции, наверное, это вечера, которые мы в обязательном порядке проводим вместе. И эта традиция, наверное, еще из моей семьи, когда, помните, 90-е годы, да, 2000-е, когда выключали свет, да, и когда не было телевизоров, не было приставок, все собирались рядом с родителями, папа рассказывал военные свои армейские истории, мама студенческие годы, бабушка о былой жизни в Крыму. И это очень сильно сближало членов семьи. И на сегодняшний день мы также со всеми моими детьми, с мужем вечера проводим исключительно вместе. Похвально. Это такая редкость в наше время. В основном все по комнатам и с телефоном. И вы знаете, когда дети взрослеют, все сложнее и сложнее эту традицию соблюдать, потому что у них уже свои интересы, они уже не виснут на родителях, Да, они каждый ищет свой уголок. Но если к этому относиться как к ритуалу, который обязателен, то я думаю, что сохранить его можно. Это придает такую близость членам семьи и делает так, что домой хочется возвращаться. Очень Хочется хорошая дома быть. традиция. Да. Очень. Да. И можем приступать к салату, да? То мы можем начать с огурцов. Ага. Я не скажу, что я любитель готовки, не совсем особого интереса к кухне заключается в том, что я очень не люблю сорить. Вы знаете, я думаю, что это достоинство, потому что гораздо приятнее готовить, когда чистый рабочий стол. Да, просто аккуратно. это занимает руки. Да? Ну да, это Да, тоже. это занимает руки. Зине Пуджа, вот мы говорили о семье, говорили о традициях, но мне интересно, как вы связали свою жизнь с психологией? Психология, на самом деле, она очень дружит с религией, хотя для многих это будет очень парадоксально слышать, да? Психология, она же тоже разная. Если мы говорим, что цель религии сделать человека счастливым, по сути, да, в обеих мирах, то психология тоже преследует такую цель. Для меня психология – это инструмент. Это не смысл жизни, это не свод ценностей каких-то. Это просто инструмент, благодаря которому мы можем менять качество нашей жизни. И вот проработав около 9 лет, наверное, хотя на тот момент еще было чуть меньше, преподавателем религии, у меня около, наверное, 5 лет моих юных лет прошли в таком, скажем, прекрасном, легендарном, да, исламском заведении, как Азовская медресе. Ага. И у меня была роль зауча и воспитателя, которая жила вместе с учениками одновременно. И понятное дело, что когда ты живешь в огромном количестве людей, особенно это подростки, да,
они к тебе обращаются с самыми разными проблемами. Кто-то не хочет домой, у кого-то трудности с родителями, кто-то не хочет учиться в школе. И ввиду того, что ты с ними, и ты их преподаватель, они обращаются к тебе с вопросами. И они говорят с тобой на самые сложные темы. И вот тогда я поняла, что моих исключительно религиозных знаний не хватает для того, чтобы им помочь качественно. Я понимала, что есть религиозные ценности, но есть нечто большее, что запускает в них вот этот механизм. То есть есть что-то, что мешает им ощущать себя счастливыми. И тогда я узнала о том, что велосипед давно изобрели, и эта наука называется психология. Да. И вот с тех пор прошло, ну, я не знаю, если только в практике, то это уже 10 лет, с университетом, наверное, это уже лет 16. Мы с ней неразлучны. Мы почистили огурцы от кожуры и авокадо. В принципе, есть люди, которые предпочитают с кожурой, но мы все-таки сегодня выбрали сделать без кожуры, потому что еще не совсем сезон этих овощей. Лучше нам не рисковать, потому что, я не знаю, тут, может быть, нас смотрят любители правильного питания. Да? Кожура – это полезный ингредиент. Но ядовит для животных. Да, но и для нас не всегда полезный в начале сезона, да, когда еще мы не едим это с грядки, а едим это из теплицы. Да. Вот. И обратите внимание, я все нарезаю ровненькими квадратиками и выдаю своего внутреннего перфекциониста. Он никуда не девается. Вот прям хочется ровно. Это, кстати, в терапии. Под линеечку. Да, терапии не поддается. Это часть личности, по крайней мере, у меня. Поэтому я делаю каждый квадратик одинаковый. Наверняка у вас дома все по полочкам, все по местам. Занавеска нигде не свисает. Вообще я минималист. У меня дома очень мало предметов. Мне практически нет картин, у меня нет цветов. Я предпочитаю избавляться от всего того, что мешает моему глазу. И пространству, да. Я нугайская душа, и мне вот нравится, когда степь, когда свободно. Такие, да? У меня в руках мой самый любимый продукт. Помидор полезен для сердца. Это вообще кладезь всех удовольствий, которые человек может испытать. Не понимаю людей, которые не любят помидоры. Хочу показать эту красоту. В небольшой миске сколько витаминов содержится, вы даже не представляете. А самое главное, что это очень вкусно. Да. Да? Я такой человечек, который не совсем за полезность, но за вкусность тоже. Да? Можно быть же еще и счастливым, кроме того, что мы едим полезную пищу. Ну вот так вот это вот способность сделать счастливыми, ну, по крайней мере, меня точно, моих детей точно, но я надеюсь, что большинство, кто нас смотрит, тоже получит удовольствие. 100% в этом уверена. Что я могу поделать? Я не могу стоять и просто... Вы хотите помочь, вы хотите меня спасти? Да, я хочу, чтобы мои руки принесли пользу. Тогда хотите, можете порезать лук. Давайте. Я не очень люблю резать лук. Я не удивлена, что в этой программе, опять же, я нарезаю лук. Да? Это уже ваша роль? Да, это уже, знаете, это традиция такая. Помогают ли вам знания психологии в жизни? Очень многие люди думают, что психолог, он и вправду включает всегда внутри себя этого эксперта, и при общении с людьми он сразу изучает его личность, да, его темперамент. На самом деле это не так. Это происходит, когда ты осваиваешь эту профессию. Я помню себя в студенческие годы, я прям любила сканировать людей. Но Сколько нам достаточно лука? Я думаю, что достаточно. Да. Давайте добавим. Это очень сильно истощает, и людей, которые находятся рядом с нами, это очень сильно напрягает. Психолог – это такая фигура, которая максимально принимающая, максимально человека, да? понимающая природу человека, не критикующая и не дающая ей оценку. Но помогает ли психология в жизни? Я думаю, конечно. То есть больше понимания к себе, больше понимания к людям дает тебе очень устойчивую нервную систему. Как нарезаем, перебью? Как вы думаете, как мы нарезаем? Ой, наверное, кольцами. Есть же такая фраза, что тот, кто понял человека в себе, тот понимает всех людей. И хороший психолог – это и вправду человек, который понимает всех людей. То есть он не экстрасенс, он не сверхчеловек, он не ангел. Но он понимает других просто потому, что он понимает себя. Все легко и просто. Салат мы тоже не нарезаем.
Мгм. Это знает, наверное, каждый, так или иначе, понимающий в кухне Да. повар, да? Почему мы не нарезаем салат? Есть разные, кстати, убеждения. Кто-то считает, что он теряет какие-то качества свои Мгм. полезные, да? Я это делаю из практических соображений. Из соображений, чтобы не потек сок, чтобы мы имели максимально свежие листья. И он сохраняет свою Салат. форму, да? Да, да. Практически салат наш готов. Мы сейчас просто используем еще оливковое масло, да? Для того, чтобы он сработал как соус нашего салата. И делаю я все на глаз. То есть у меня нет такой привязки к пропорции. Глазомера нет, Да, да? глазомер свой уже за 16 лет супружеской жизни, он как-то вот выработался. Говорят, так даже вкуснее получается. Обычно я, если готовлю на семью такой салат, я считаю количество оливок. То есть, чтобы все-таки оливки такой ингредиент, его нельзя переедать. Да, я Дети помню. мои очень любят. Вы мне в рецепте написали 15-. Да. Это уже Я задумалась, требовательная. сколько интересно в баночке. Предлагаю вам перейти к презентации блюда. Давайте. Да, мы подошли к финишу, к долгожданному моменту, и у нас все краски Крыма, все краски удовольствия в одной тарелке. Все так аппетитно выглядит. Наши телезрители могут повторить. Рецепт будет в конце, и можете, конечно, порадовать своих гостей. Предлагаю вам передать привет нашим интернет-зрителям, ну и, конечно же, поздравить их с таким великим праздником. Я поздравляю всех вас с этим прекрасным праздником Ораза Байрам. Байрамларыңыз хайырлы olsun. Аллах оразаларыңызны кабул етсін, иншаллах. И я желаю вам достичь следующего месяца Рамазана и встретить и провести его с пользой. Аминь. Привет всем передали, всех поздравили. Плавно переходим к нашей новой и любимой рубрике. Вам нужно будет продать это блюдо нашим телезрителям. А я думаю, что они уже его все купили. Особенно купили молодые мамочки, которые переживают за то, как успеть столько всего совместить в своей жизни, особенно те, которые живут в быстром темпе. Я думаю, что это блюдо оценят прежде всего ваши дети. И даже наши крымско-татарские мужчины, которые не могут представить свой ужин или обед без мяса, будут в восторге от такой легкой летней пищи, от такого супчика, тем более, который связывает нас с нашими корнями. Ну, а о салате, я думаю, что не стоит даже говорить. Здесь и удовольствие, и красота, и самое главное – оперативность. Здесь не нужно ничто варить, здесь можно это сделать за 5 минут, причем со всей семьей вместе. То так вот, да? Да. Блюдо продано, машаллах. Пуджи, а ваши пожелания нашим телезрителям? Buyurunuz. Я думаю, что наши телезрители, особенно те, которые живут в Крыму, они уже счастливые люди. Я надеюсь, что в вашей жизни уже есть все, что вы себе представляли и чего вы хотели. Но если мои слова сейчас будут расценены как молитвы за вас, то я бы попросила у Всевышнего всем вам здоровья. За последний год мы очень много в этом нуждались. Я думаю, что самое главное – это чтобы вы, члены вашей семьи, были живы, счастливы и здоровы. Чох салам. Очень хорошие слова и, Салам. главное, нужные. Программа «Милет Берекеті» подошла к концу. Готовьте с нами, готовьте с душой. А с вами мы прощаемся. Аштат лоусон, ораза байрам, хайр лоусон.